будущего инвестпроекта, потому что точно так же за этим стоит и имя республики. Ну, мы понимаем успешность подобных проектов, да, то есть это успешность республики в том числе. Что хотелось бы отметить, если говорить о этой справке. Вы отмечали по действующим месторождениям, которые есть у ИТЭКа, но там точно так же помимо запасов компании есть, ну, конечно, лучше бы, если бы это сама компания, конечно, доводила, я уже просто, поскольку мы занимаемся, есть информация, и она является открытой для всех, и мы депутатам, соответственно, предоставили по участию в прошлом году и приобретении ряда месторождений, ну и, соответственно, увеличение ресурсной базы, по которой предстоит серьезные геолого-разведочные работы. На рассмотрении итогов кампании за прошлый год на уровне главы республики мы увидели значимые тенденции, как экономических показателей до прихода нового собственника, так и после. Ну, соответственно, налоговые платежи, которые поступают в бюджет республики. Я к этому еще вернусь, что когда говорится только налоги, да нет, не только налоги, конечно же. Да? И, соответственно, компания и на этом совещании, и, соответственно, в больших пресс-релизах, которые размещались в реализации проекта Якутской СПГ, чуть ли не в первых строках делала акцент на развитие именно минерально-сырьевой базы геолого-разведочных работ. Те объемы, о которых сегодня говорится, они будут сопоставимы и, наверное, даже больше, чем проводились, которые в советское время. Это когда говорится о том, что за счет чего это будет происходить. Уже сегодня компания, мы понимаем, опять-таки, 70-е годы, 80-е, какие технологии были тогда, какие они используют сегодня. Это тоже позволяет носить определенные корректировки, но опять-таки, чтобы достичь этого объема для развития такого значимого проекта, это нужны новые месторождения, соответственно, не только в рамках действующих лицензионных участков. Павел Владимирович, вопрос, который вы поднимали. Я бы отметил большую работу, которая велась руководством республики по решению вопроса и ведется, продолжается по обеспечению надежности газоснабжения. Это уже переходя от минерально-сырьевой базы к вопросам транспортировки. И в частности, по Минпрому мы этот вопрос поднимали в 2019 году на уровне и представителя правительства, главы рассматривалось, и когда в первом квартале 2019 года эти позиции мы обозначали на уровне Юрия Петровича Труднева, что для реализации проектов газопереработки мы должны решить вопрос с надежностью транспортировки газа. Это, конечно же, как сегодня акцентировал КСЛСР-84, вторая нитка Тас-Тумус-Якутск, это подводный переход Хатас и Павловск, реконструкция, модернизация существующих газораспределительных сетей, но работа здесь идет. По ведомственному Минпрому Сахатроснефтегаз, приведу только пример 2020 года, закончили 18 километров Тас-Тумус-Якутск, вторая нитка, было вложено более 130 миллионов рублей, да, Павел Валерьевич? Помимо этого, в 2020 году была проведена реконструкция газовых сетей в Якутске, построен узел приема очистного устройства магистрального газопровода КСЛСР-Моста. Действительно, что бы отметилось, если взять в рамках 10 лет, наверное, знаковый акцент был в декабре, когда состоялось подряд совещание на уровне сначала заместителя министра энергетики Российской Федерации, и затем мы вышли на уровень замминистра финансов Российской Федерации с участием замминистра энергетики Российской Федерации. Это произошло, наверное, впервые за многие годы. То есть мы достучались до такого уровня. Ряд моментов, которые там возник, к сожалению, отодвинул этот вопрос. Отмечу, кстати, большое содействие в подготовке проведения этого совещания Данчиковой Галины Иннокентьевны, депутата Государственной Думы от Республики. К сожалению, решение было сдвинуто по времени, и нам было поручено, в том числе и республике, и компаниям, и Сахатроснефтегазу, и ИТЭКу, провести ряд мероприятий. Реперные точки, ключевая, которая у нас сегодня стоит, связанные с техническим обследованием газопровода, аудитом, до конца этого месяца. Соответственно, по его итогам, то, что будут проведены работы, они сегодня ведутся в различных форматах, в том числе и с выездом на местность.
Будут получены результаты. Мы, тем не менее, в соответствии с этим решением, заявку от региона очередную отправили для включения нашего проекта с 2022 года в бюджет. Когда поднимался вопрос о сроках строительства, мы ранее, 2 года назад еще, провели работу вместе с компанией «Сахатранснефтегаз» о возможных сдвигах сроков реализации проекта. Понимали, что будет сложно, именно срок развития, что будет сложно масштабы работы в 5 лет уместить в более короткие сроки, но это давало бы нам возможность реализовать этот проект. Мы поняли, что в принципе в течение 3 лет в очень сжатые сроки, напряженно, но мы сможем его реализовать. Кстати, отмечу включение этого объекта в программу развития Дальнего Востока. Это тоже очень значимо, это работа, которая проводилась для того, чтобы привлечь федеральное финансирование. Правительство республики, руководство, еще раз, да, глава, председатель, соответственно, профильное министерство эту работу продолжает на сегодня. Но я еще раз, да, отметил те участки, которые есть, но еще не все, конечно, ведем эту работу, но и что сделано только по итогам 2020 года. Если говорить о проекте Якутский СПГ, чтобы отметить там, об объемах ГРР, мы уже сказали, и по месторождению, в принципе, до меня сегодня говорилось. Что здесь? Да, налоги. Будут налоги. Но еще раз, за этими налогами стоят не просто поступления в бюджет, за этими налогами стоят социальные объекты, за этими стоят налогами социальная, транспортная инфраструктура. То есть, и очень важно, что это будет в регионах присутствовать, в том числе в районах присутствия компаний. Помимо этого, раз прохождения газопровода мы уже сейчас отрабатывали с учетом совещаний, которые проходили на уровне правительства Российской Федерации, поднимались вопросы изменения трассировки трассы, если не на Аян, а на Магадан. Здесь, соответственно, проводилась оценка поселений, которые тоже могут быть газифицированы. Ну, этот вариант, он, соответственно, затрагивает наши якутские поселения, то есть куда тоже может прийти газ. Это рабочие места. Мы ведем сегодня и продолжаем работу, чтобы основное количество работников были наши специалисты. И готовы, в том числе, буквально вчера мы обсуждали тему целевой подготовки с Министерством образования, подготовка нового нормативно-правового акта, который позволит двигаться в этом направлении в более ускоренном темпе. Немаловажная история, которая забывает, что помимо, да, конечно, СПГ он будет производиться не у нас, и мы при первой же встрече, которая состоялась в 2020 году с Коробом у первого заместителя председателя правительства Колодезникова Алексея Засимовича, я поднял вопрос по организации газопереработки в республике. Если вы заметили, что там такой пункт, да, в формате завода газомоторного топлива, моторных топлив, он на сегодня имеется. Раз. Следующий момент, который мы обсуждаем сегодня с компанией, это строительство в Кысылсыре. То есть позиция, конечно, может быть изменена, но мы видим возможность, да, и компания сама это главное видит, и самое интересное, привлекательно по цене для конечного потребителя, то есть населения предприятий, развития малотоннажного СПГ. Сегодня они этот вопрос тоже изучают. Что это нам дает возможность, что появляется дополнительный охват населенных пунктов, которые давно ждут газа, которые живут на газе, и вот вопрос малотоннажного СПГ эту проблему может решить. Сегодня компания по нашему обращению прорабатывает этот вопрос. Я, конечно, точно так же, как и вы, хотел бы видеть полную историю и технические, экономические параметры этого объекта, проекта, да, который будет реализован, и мы ждем, соответственно, этот техническое обоснование, проект. Об этом говорили неоднократно сегодня сидящие здесь. Он, соответственно, много что раскроет. И еще раз, да, вы все ведете профессиональную деятельность, связанную с вопросами и газоснабжения, в других отраслях. Именно проект технико-экономического обоснования как раз и покажет, какие, оттолкнуться от минерально-сырьевой базы, от состава газа, от объемов, которые экономически целесообразно транспортировать и многое-многое другое. То есть, для того, чтобы мы уже детально, в том числе и в первую очередь с компанией, обсуждали эти детали. Я отмечу уже сегодня историю, связанную с положительной динамикой по реконструкции производства сегодня в Кысылсыре. Мы этот выезд сделали. И, кстати, компания, я думаю,
они, кстати, предлагали, в прошлом году пандемия этот вопрос приостановила, мы сделали сжатый такой выезд на месторождение. Я мог сравнить, как было при предыдущих собственниках, да, и сегодня. Они открыто организовать такой выезд. Ну, я хотел бы, чтобы это предложение все-таки от них поступило, да, а не от меня. Я уж вынужден транслировать определенно.